Друзья, всем привет, меня зовут Мадьяр, я из Казахстана, и у нас с вами сегодня новый мукбанг. В общем, ребят, сейчас расскажу прикол, значит, у меня сегодня на мукбанг блины. Блины с начинкой, с фаршем, с говяжьим и просто блины, чтобы с вареньем, значит, поесть. Тут у меня чай, харачей, как будет на русском? Черный чай с медом, короче. В общем, ребят, мне на днях попадает мое видео в рекомендациях. Мое же видео, где я ем блины. Давайте начнем, я уже голодный. Блины, в общем, готовил не сам, но начинку готовил сам. Значит, блины купил в Смоле. Стоили они килограмм 990 тенге. Это, наверное, где-то... Сколько рублей это? 150 рублей, наверное, где-то. Это же обалдеть, а. Сейчас перекушу. Значит, на днях попадает мне мое видео, где я снимал в Семске блины. А у меня тогда были блины огроменные такие, апрельские, такие толстые, знаете. Я их тоже, кстати, фаршем начинял. И мне так блинов захотелось, вы просто не представляете. Я, значит, пошел сегодня в Смол, купил полкилограмма блинов, только что пожарил, вернее, фарш с луком и с чесноком, начинил все это, и потом на сковороде, которой было чуть-чуть масла, я их немножечко еще пожарил. Но это даже не главное, а главное, конечно, что скоро начинается масленица, представляете? Капец, да? Вот не знаю, что масленица, а блины хочется. Я вообще блины люблю, честно говоря. Я помню, когда мы в Семске жили, в Каскарае, мы жили по улице Правда. Возле нас жила тетя Люба, наша соседка, мама с ней, ну, с семьями общались мы. С Ванькой дружили, мы общались. Ой, бляха-муха. Вот я у них любил блины кушать. Ребята, с мясом просто топ. У меня тут сметанка. Кстати, ребята, рекомендую от души душевно в душу. Простоквашино. Обалденно вкусно, еще и недорогая. Честно вам скажу, пару дней не было вообще настроения. Настроение было просто полное Г. Читая новости, смотря видео. Настроения, короче, не было. Я думаю, что я буду лежать в темноте. В плохом настроении. Надо себя раскачивать, помогать себе. Потому что нам, кроме нас самих, никто не поможет, да? В плане вот эмоционального состояния. Поэтому я врубил музыку, начал танцевать, записал даже сторис в Инстаграме. Поэтому, если вы не подписаны в Инстаграме на меня, обязательно подписывайтесь. Мадик Мерген. Вот. Так. Хочу с мясом доесть уже. И потом уже приступить. С мяса у меня тут немного. Я еще домашним оставлю пару штучек. Ну, вот такие без начинки. Фарша у меня, честно говоря, было мало. Ну, мало булганда я сам, честно говоря, сам сгупил. Я с морозилки мало достал. Оба. Спасибо всем за добрые слова, которые были под прошлым видео, когда я с Балнур снимал. И с Баукой видео вам тоже понравилось. Скажите же, формат такой интересный, когда ходишь по заведениям разным, пробуешь их еду и, значит, рекомендуешь.
Там, знаете, вот есть такие комментарии, я которые читаю, вообще не понимаю, что у человека в голове было, когда он их писал. И там пару человек написали, а не ревновал муж Балмур. Че, к чему собачка сдохла? К чему он должен ревновать? Что она снимается в мукбанге? Ну реально, вот я не понимаю. Вы знаете, вот у меня такая, мне не нравится такая позиция некоторых женщин, потому что мужики такого не напишут, женщин. Когда они считают, что если женщина вышла замуж, то она все живой труп. Ей нельзя никуда в гости ходить, ей нельзя вести соцсети, ей нельзя общаться с другими мужчинами, ну в качестве даже дружить, просто общаться, да? Ведь общение мужчины и женщины, это же не значит, что все это приведет, ну там, к чему-то такому, да? Нет. Я люблю дружить с девушками, у меня очень много друзей женщин, да, девушек. Почему нет? Я, например, верю в дружбу между девушками и парнями. Ну, к чему? Вот я просто представляю, если моя жена пошла с кем-то там снимать мукбанг по работе, да, она же СММ, ей нужно взаимодействовать с блогерами. В том, я блогер, да? И что здесь такого? Я вам хочу сказать так. Если женщина или мужчина хочет изменить своему мужу или жене, вы этого даже не заметите. Вы даже этого не поймете, что это случилось, понимаете? У меня знакомая девушка работала в женском коллективе. И говорит, ты знаешь, вот я смотрю, говорит, на этих сотрудниц, не всех, на нескольких, да? Вот они, говорит, как будто идеальные жены. Вот у них дома всегда убрано, всегда чисто, работа хорошая, муж любящий. А у них, говорит, есть 1 или 2 любовника. А, говорит, вообще не скажешь. И они даже с ними в таком пространстве, скажем, в общественном, да, со своими любовниками вообще не взаимодействуют, чтобы не вызвать подозрения, понимаете? Поэтому такие комментарии вообще странные читать. Так что напишите в комментариях, верите ли вы в мужскую и женскую дружбу, соответственно, между мужчиной и женщиной, или нет. Вы знаете, только что смотрел Зира Наурзбаева, это этнограф, как я понял, она мифологию изучала, очень такая интересная женщина, я как-то про нее в видео говорил. Так, знаете, образованная, правильное слово. И она вот говорила про блины, что типа блины, это, ну, один блин, это как в форме солнца, да, в форме неба, это что-то языческое, например, да. Та же масленица, это же тоже языческое, например, да. Например, у нас, у казахов, щерпек, да, это же тоже не относится к исламу, да. Это что-то из серии тенгрианства, то есть вот круг, это солнце, это бог солнца, вот все в этом смысле, понимаете, да. Поэтому, например, в нашей стране, ну, как мне кажется, спокойно уживается и тенгрианство, и ислам. Ну, ислам, он, конечно, больше, так скажем, да, ну, если можно так выразиться, популярный сейчас среди людей. Поэтому я считаю, что женщина, если даже родила замужем, она не перестает быть человеком. И вот эти вот, типа, россказни, что замужняя вообще не должна даже с незнакомым, ну, со знакомым мужчиной даже заговорить, там, привет, как дела? Что за бред? Что за бред? Ребят, так, это я оставлю домашним, мы немножко порвались, извиняюсь. Это без начинки.
Здесь блины, знаете, тонкие у них в смоле, что очень радует. Хотя блинские тоже вкусные. Представьте, ребят, сейчас уже примерно 5 часов вечера. Пока еще, пока съездил там в банк. Там хоть отделения, если даже не работают, работают эти терминалы. На этом спасибо. Пока туда поехал, потом на автобусе опять. Надо машину, ребята. Потому что расстояния просто огроменные. Ты успеваешь просто за это время, пока едешь в автобусе, переслушать несколько песен, около 20-30. Перечитать все новости. Вот, знаете, еще новости такие есть, знаете. Вот сейчас в пабликах настроили так, чтобы чем больше людей привлечь, да? А люди больше чему привлекаются? Яркие заголовки. Такие, знаете, слова. Как красная тряпка для быка, да, такие, знаете, убийства. Столько человек умерло. Ой, боже. После вот январских событий в Казахстане, я думаю, что многие из наших людей вообще поняли, ну, я в том числе, поняли цену и смысл слов «мирного неба над головой», да? Хотя у нас в Астане было тихо, а вот в Алмате там и в других городах было не очень тихо. Поэтому вот какой-то год, знаете, тоже начался. 2-3 года был это корона гребаная, да? Теперь вот это вот. В Казахстане у нас в январе начался так. Сейчас по миру видите, что творится. Мне кажется, в наших странах вот ты вынуждена, но ты будешь оптимистом, потому что если быть пессимистом, если быть реалистом, то ты вообще, наверное, при первой возможности будешь делать сибаса из наших стран. Я говорю про Казахстан, там, про другие страны, да, потому что ситуация бывает не очень хорошая иногда. А мы те люди, которые не хотят, это раз, и во-вторых, не могут уехать, остаются здесь, просто верить в лучшее. Вот эти вот ремонтники, они что, не отдыхают, они что, люди-роботы или что, я не могу понять. Что такое? Чайку сейчас налью себе. Это знаете, как Марина Верняева же снимает видео мукбанги. Она там сама же молодец, все готовит там. Какие-то изысканные такие блюда, она прям готовит, молодец. Значит, ей всегда в комментариях спрашивают, а ты оставила там мужу, там, как свекровки, свекру, да? И она всегда смеется, да, типа оставила. Так что, ребят, подписывайтесь на мой инстаграм. Будем там общаться. Но блины, слушайте, вкусные. Вот надо мне, знаете, сковородку купить. Блинницу, да, или как она называется. И, значит, это... научиться готовить. Я не понял, масленица уже началась или она еще начнется? Вот я не могу единственное понять.
Ребят, еще одну съем. Это оставлю домашним. Пусть попробуют, поедят. Чай попьют. Там я еще... Мама вчера плов готовила. Слушайте, оказывается, очень много зависит от риса самого. Какой ты купил рис, он тогда будет рассыпчатый или не будет рассыпчатый. Мама вчера приготовила плов. Там рис просто обалденный, рассыпчатый. Когда в смол ходили, ну, в маленький смол ходили, там мама купила 2 пачки риса. Я не знаю уж какого, надо посмотреть, какой упаковки чайские. Ну, чай упаковки. Они, кажется, представьте, рассыпчатые, классные такие. А то меня много зрителей просят, там плов. А я когда плов приготовлю, он у меня получается каша. И я думаю, да что такое, я и по рецепту смотрел, знаете, в ютубе там. Вроде я время все, как сказать, соблюдаю все правила, да, и огонь у меня не сильно горит, электрическая плитка или там просто на газу, да. Думаю, почему так? Какая-то от риса. Это я не пойму, у меня ужин будет или обеда-ужин? Вот такие дела, ребят. Никакой темы сегодня не готовил. Просто решил попить с вами чай, блины с чаем, да, вернее. Есть какие-то темы, предлагайте в комментариях. Будем обсуждать, будем делиться мнениями. Ладно, ребят, вот такие дела. Вкусно поел. Блины обалденные, просто бомбалейла. Да еще и с фаршем. Просто суперские. Вам приятного аппетита. Будьте здоровы, будьте благополучны. Желаю нам всем мирного неба над головой. Чтобы ваши близкие, ваши друзья, ваши родственники, я не знаю, знакомые, чтобы все у них было хорошо. Вот такие дела. Еще увидимся на следующих видео. Пока-пока. Пока!